В день рождения Республики Коми в Сосногорске обновили районную доску почета. Ежегодно к 22 августа на нее заносят новые имена сосногорцев, отличившихся в трудовой и общественной жизни муниципалитета. Обновление списка состоялось и в этом году. Мероприятие проходило без приглашения зрителей в этом году из-за карантинных мероприятий. Но, конечно же, к Дню города это будет обязательно сделано. Я хочу сказать, что все предприятия, организации города представили своих лучших представителей своих отраслей для того, чтобы этих почетных сосногорцев разместили на доске почета. Это и рабочие, служащие, педагоги, работники спорта и многие-многие другие. В этом году от предприятий и организаций Сосногорского района поступило 19 предложений о занесении своих лучших работников на доску почета. Комиссия рассмотрела кандидатуры и выбрала 15 человек. Стоит отметить, что один из 4 отклоненных претендентов был предложен к награждению почетной грамотой муниципального района Сосногорск в честь празднования Дня Республики Коми. Действительно, работа комиссии проходит в очень таком напряженном режиме. Почему? Потому что отобрать самых достойных людей, которые будут представлять свою отрасль на доске, районной доске почета, это прежде всего и почетно, и значимо для района. И, конечно же, я считаю, что для всех жителей района это является еще стимулом и мотиватором. Отметим, что торжественное чествование почетных граждан Сосногорска планируется приурочить ко Дню города. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Пока детские сады и школы города и района готовятся к новому учебному году, юные жители Сосногорска и их родители задаются вопросом: откроются ли вовсе образовательные учреждения с 1 сентября в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу? На эти и другие вопросы в рамках прямой линии ответили сотрудники управления образования районной администрации. 1 сентября обязательно будет. Единственное, что форма может быть несколько другой. Вы знаете, что у нас вышли новые санпины для школ, и там прописано, что в каждом классе, за каждым классом будет закреплен свой кабинет. Поэтому, скорее всего, что линейки будут проходить именно для одного класса в своем учебном кабинете. То есть линейки общей не будет, да? Общие линейки, это если по усмотрению администрации, но, скорее всего, что если и будут, то только для первых классов. Новые санитарные правила для детских садов, школ, учреждений дополнительного образования имеют срок действия до 1 января 2021 года. В перечень таких требований входит измерение температуры у детей и взрослых с фиксацией показателей в специальном журнале и изоляция учащихся и сотрудников с признаками ОРВИ, а также соблюдение безопасной дистанции в 1,5 метра и максимальное разобщение детей из разных групп и классов. Еще хотела бы узнать, дети в масках будут учиться в перчатках? Вообще пока такого указания, что дети должны быть в масках, нет, но по желанию родителей, конечно же, возможно, чтобы ребенок был в маске. Но еще вот в период пандемии, вот еще такой вопрос, будут ли у них антисептики, может быть что-то еще, и за счет каких средств они будут приобретаться? Антисептики должны быть установлены в образовательной организации во всех туалетных комнатах и при входе в пищеблок. Это будет за счет средств образовательной организации. А классы как будут убираться после каждого урока? После каждого урока нет такого указания, но после каждого учебного дня в обязательном порядке с использованием дезинфицирующих средств. Звонивших на прямую линию сосногорцев также беспокоил вопрос, на чьи плечи ляжет ответственность за приобретение в образовательной организации дезинфицирующих средств. Будут ли обеспечивать детей всем необходимым, либо это забота исключительно только родителей. На плечи родителей ничего лечь не должно. Деньги образовательным организациям на первое время выделены. Сейчас мы изыскиваем средства на другие месяцы учебные. Но если вдруг с вас будут требовать деньги на дезинфицирующие средства, пожалуйста, сообщайте в управление образования. Отметим, в этом году в школы города и района пойдут более 4000 учеников. Из них 520 только первоклассники. Около 3000 детей переступят порог детских садов. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.
Так как 1 сентября все школы города и района откроют свои двери для юных сосногорцев, пришло время снарядить будущих учеников самым необходимым, а именно дневниками. По всей республике уже стало доброй традицией в преддверии Дня знаний дарить маленьким школьникам важный предмет, без которого не обойтись. Уже не первый год традиционно у нас в Республике Коми первоклассники получают такой замечательный дневник первоклассника. Я знаю, что родители ждут, что первоклашки наши ждут. В этом году у нас в районе их 520 человек. И примечательно, что этот дневник, вот в этом году я посмотрела этот дневник, здесь все, что связано с нашей Республикой Коми. Я думаю, что акция эта будет продолжаться и дальше, и это замечательно. Отметим, что в новом издании есть главные символы России и республики – флаг, герб и гимн. На страницах дневника школьники познакомятся с основными моментами из истории Коми, с известными уроженцами республики, с флорой и фауной региона. Важный момент. В этом году на страницах дневника появился специальный разворот, посвященный безопасности дорожного движения. Это нововведение воплощено в жизнь благодаря непосредственному участию в разработке Республиканской госавтоинспекции. В нем перечислены основные правила дорожного движения, которые должен знать каждый ребенок. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.